Парламент принял в окончательном чтении бюджеты 6 внебюджетных фондов. Общий объем доходов и расходов Фонда социального страхования и труда Абхазии составил 122 миллиона 816 тысяч рублей. Ранее бюджет фонда предусматривал 15 миллионов на санаторно-курортное лечение. Депутаты решили сократить статью на 5 миллионов рублей, которые направлены на финансирование Центра временного содержания детей из неблагополучных семей. Общий объем доходов и расходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составил 166 миллионов 159 тысяч рублей. Доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45 миллионов 500 тысяч рублей. Бюджет Фонда репатриации составил 209 миллионов 308 тысяч рублей и был принят с поправкой. Это была один из госучреждений, который работает без программы. Остаток обусловлен тем, что решением Кабмина было остановлено финансирование вот этих строек для репатриантов жилья. Прошло время, этот год, группа поработала. Проект бюджета я предлагаю пока его утвердить, но открыть финансирование только после того, как комитет представит эти программы и свою большую программу работы вообще. Там у них еще целевая программа, 3 программы, если я не ошибаюсь. Пусть представят в Кабмин. Обсудят, поговорят, решат, и потом начнется финансирование. И мы будем соответствовать букве закона. И не надо будет отдельным постановлением Кабмина так или иначе регулировать их деятельность. Бюджет Дорожного фонда Абхазии составил 115 миллионов рублей, расходная часть 119 миллионов. 4 миллиона рублей будут переданы Абхазавтодору в качестве субсидии. Парламент Абхазии также принял решение о внедрении автоматизированной судебной информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии с 2023 года. За это решение проголосовали 24 из 30 депутатов. Согласно предыдущему постановлению, введение в действие ОСИС было отложено до 1 января 2022 года. Срок переносится не в первый раз. На заседании сессии парламента также были избраны судьи Верховного и районных судов Абхазии. Судьей Верховного суда избрана Саида Бутба, а Чемчирского районного суда Ирма Дочья, Гагарского Гинал Крицыня, Гудаутского Мадина Лазарева. Далее депутаты перешли к обсуждению республиканского бюджета на 2022 год. Проект закона представила председатель профильного комитета Натали Смыр. Она сообщила, что делала обращение в Генпрокуратуру о том, что были нарушены сроки представления республиканского бюджета на рассмотрение парламенту. Также она обратилась в Генпрокуратуру на предмет антикоррупционной составляющей. Речь идет о 55,5 миллионах рублей, заложенных на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района. Натали Смыр рассказала, что делала запрос и в Министерство по налогам и сборам для получения полной информации по данному вопросу. Производственная деятельность на предприятии была прекращена по вынужденным причинам после произошедшего 20.09.16 года насильственного захвата завода, по факту которого были поданы официальные обращения в МВД, Генеральную прокуратуру и иные органы власти Республики Абхазия. Стесняюсь спросить, каким образом прокуратура имеет право отвечать? Сейчас я вам зачитаю, как она ответила мне. Сообщаем, что проведение антикоррупционной экспертизы проекта законов не входит в компетенцию органов прокуратуры Республики Абхазия. Контрольная палата четко написала, что данное приобретение не рекомендовано. Не рекомендовано. И я к вам обращаюсь на предмет ситуации, которую вы мне должны пояснить. Есть ли там коррупционные, или какие-то незаконные действия? Вы мне отвечаете, что вы вообще ничего не должны делать. Тогда я хочу сказать, вы понимаете, коллеги, мы должны принять проект закона сперва с 55 миллионами, которые идут в нарушение всяких правил, законов и всего, а потом якобы вы должны отреагировать. У государства появилось обязательство, финансовые обязательства перед Пановым. Так почему они появились, если Панов писал в прокуратуру и МВД, что у него насильственным методом отобрали? Часть депутатов высказались против выплаты компенсации гражданину Панову из средств республиканского бюджета. Некоторые депутаты выступили за то, чтобы пригласить дирекцию завода и выслушать их мнение. Натали Смыр была категорически против. Просто против присутствия Панова на сессии. Категорически. Не потому, что он будет заявлять какие-то, делать заявления. А кто? Гирия Рома. И Гирия Рома в том числе категорически против по одной простой причине. Сейчас идет продавливание ситуации по незаконному приобретению данного завода. Однако Роман Гирия пришел в зал заседания. Мы никого не приглашаем. Нет, мы никого
Валерий Ильич, Я пожалуйста, вот здесь выведите за дверью охрану. стоял и слушал, что вы говорите. Валерий Ильич, выведите, Вы пожалуйста, обманываете и лжете. Вы вводите людей в заблуждение. Валерий Ильич, позовите Никогда охрану. Гаудюкович Валерий Ильич, позовите охрану. со мной не обсуждал, кто был директором. Позовите охрану. Директором Никита 2015 является, честно, я не могу понять, почему этот человек присутствует здесь. Я вам зачитаю, кто является директором. я являюсь директором. Лакома Саид Николаевич. В любом случае, ответчиком по данному вопросу должен быть генеральный директор. Почему присутствует данный человек? Роман Герри рассказал историю конфликта. При этом он отметил, что в случае выплаты компенсации затрат, понесенных при строительстве, завод может быть полезен государству. Затем он покинул зал. Депутаты продолжили обсуждение данного вопроса очень эмоционально. Умар Джинджолия отметил, что для имиджа страны в целом необходим правильный государственный подход. Этот завод выпускает высококачественную продукцию. Я знаю это точно. Если бы материалами этого завода были бы сделаны Человский водовод или там Джирхвинский водовод, они сегодня действовали бы и работали прекрасно. Этот завод находится в сельской местности. Там задействована рабочая сила людей, которые живут в сельской местности. Третье. Этот завод по какой-то непонятной для меня причине стал спорным. Сегодня мы в преддверии инвестиционных экономических проектов в Абхазии. Я представляю, как переговоры начинаются в Москве или в других местах. Вы там наших инвесторов зажимаете, вы там с ними что хотите творите, и теперь хотите, чтобы мы вам помогали еще дальше. То есть имиджевая составляющая в данном вопросе не менее важная, как та составляющая была в русскоязычном населении, когда отжимали квартиры. То есть государственный подход в этой ситуации, он налицо. Органы государственной власти Республики Абхазия ведут переговоры с официальными органами Российской Федерации. Процедура подготовки проекта закона о бюджете, и не только, любого закона, где субъектом законодательной инициативы является, допустим, глава государства, он точно проходит всю процедуру, начиная с такого министерства, как Министерство юстиции, аппарат правительства и так далее. Я так полагаю, что все документы, свидетельствующие основанием для предложения на рассмотрение депутатов включения этих расходов в бюджет, достаточны. Я здесь услышал о том, что, когда этот вопрос, видимо, конфликт, когда происходил сам по себе и вмешались уже органы государственной власти и Республики Абхазия, и Российской Федерации, что тогда там было достигнуто соглашение, что вроде республика готова это сделать, но там какие-то условия, обусловленности, кадровые. Но это совершенно разные вещи, закон о бюджете и кадровые вопросы, мне так кажется. Это 100%. Поэтому, вот о чем сказал депутат Ашуба в данном случае. Или кадровый вопрос, или бюджет. Надо что-то разделить, так же невозможно. Да, совершенно верно. Поэтому, полагаю, конечно, в любом случае этот вопрос будет стоять на голосовании, Но я вам откровенно говорю, что в данном случае есть необходимость, потому что вопрос находится на таком особом внимании и контроле. Вы об этом знаете. Мы сейчас до конца об этом, если много будем говорить, еще больше времени у вас отнимем. Этим занимаются органы государственные, центральные органы госуправления республики и там заинтересованные органы Российской Федерации. Это что касается Панова. После долгого обсуждения депутаты проголосовали за исключение из проекта закона о республиканском бюджете на 2022 год статью расходов на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе. Также депутаты проголосовали за сокращение расходов на функционирование деятельности госкомпании по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию на 26 миллионов рублей. Кроме того, депутаты проголосовали за внесение 8 поправок к проекту закона республиканского бюджета на 2022 год. Спустя более 5 часов обсуждения и с учетом всех внесенных поправок республиканский бюджет на 2022 год был принят во втором окончательном чтении.
Алика Трапш, Тимур Гугохи, Нина Лагухава, Абхазское телевидение.